Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. На часах 17:30. Это значит прямой эфир, совместные агитационные мероприятия к выборам главы Республики Саха-Якутия. Меня зовут Влад Давыдов. Позвольте представить участников сегодняшней программы. Это Артур Николаевич Алексеев, доверенное лицо кандидата на должность главы Республики Саха-Якутия, выдвинутого партией КПРФ Виктора Николаевича Губарева. И кандидат на должность главы Республики Саха-Якутия, выдвинутой партией ЛДПР, Гаврил Павлович Парахин. Добрый вечер, уважаемые господа. Тема нашего сегодняшнего эфира звучит следующим образом: инновации в экономике Якутии. Для вступительного слова у вас 1 минута по тематике. Что вы об этом вообще думаете, об инновациях в экономике? Насколько это важно, это нужно, это необходимо ли нашей республике? Артур Николаевич, по алфавиту вы начинаете. Ваша минута пошла прямо сейчас. Спасибо. Ну, дорогие, уважаемые телезрители, о какой инновации можно говорить сегодня, когда, если посмотреть на экономику республики, то у нас больше все разваливается, нежели чем думать о каких-то новых веяниях, новых движениях. Конечно, есть у нас какие-то там проблески о том, что вот цифровизация проходит, о том, что вот у нас значит, связь улучшается, интернет ускоряется и так далее, и так далее. Но все это мелочь по сравнению с теми проблемами, на которые не обращается внимания. И сегодняшняя дискуссия, мне кажется, надо говорить не об инновациях, а надо говорить о реальных проблемах в экономике республики, когда все недровые богатства принадлежат олигархам, и, по сути дела, от этого мы ничего не имеем. Благодарю вас, Гаврил Павлович Парахин, ЛДПР. Пожалуйста, ваша 1 минута. Что вы об этом, обо всем думаете? Инновации в экономике Якутии. Хороший вопрос, хорошая тема. Ну, уважаемые телезрители, 4-й раз я сюда прихожу, 4-й раз. И до этого была тема у нас сельское хозяйство, которое у нас отсутствует. До этого у нас была тема развития экономики, сырьевой, которая у нас тоже отсутствует. После этого мы говорили про промышленность. Сегодня мы говорим про инновационную экономику. Но оппоненты, которые от партии власти, от исполняющего обязанности главы республики, его доверенные лица, говорили, что мы сделаем эту экономику, мы сделаем промышленность, мы скоро всего это добьемся. То есть они подтвердили, что этого ничего нет. Мы говорим про малый бизнес, он у нас отсутствует. Малый бизнес сегодня на грани исчезновения, налоги, электроснабжение и все, что связано с нагрузкой малого бизнеса, нету. Поэтому, если подытожить, что экономика у нас инновационная не будет развиваться, пока все не будет развиваться. Спасибо. Ну, тема, я как понял, к этому вы довольно скептически относитесь, видимо, потому что теория. Ну, давайте к практике перейдем. Что вы обо всем этом думаете в плане внедрения в жизнь? Какие инновации необходимо применять в экономике Якутии? Конкретизированно. Артур Николаевич, пожалуйста, ваши 2 минуты на ответ. Вы понимаете, вот опять-таки разговор ни о чем. О каких инновациях можно говорить, когда по существу у нас каждый 5-й молодой человек безработный? Когда у нас пенсионеров сегодня собирается, значит, не давать им пенсии, пока они не помрут. Когда у нас с каждым днем появляется все больше новостей о том, что, оказывается, $1,5 триллиона должны дать дотации нашим олигархам, нефтяному бизнесу, для того, чтобы якобы они там каким-то образом держали цены в стране. Но вот непонятно. Курс доллара растет, у нас инфляция продолжается. Курс доллара падает, у нас инфляция опять продолжается, цены продолжают расти. То есть никакой здесь вот экономического смысла в тех вот процессах, которые происходят в стране, нет. Может быть, для этого Надо и стоит начать инновации по-современному мыслить, Артур Николаевич, в экономике, чтобы это все было, то, о чем вы говорите? Это инновациями не решишь эти проблемы. У нас инновации делаются только тогда, когда олигархические группировки собирают с народа денежки. Допустим, той же самой ЖКХ. Вот
делают, как говорится, проблемы, значит, вот с водоснабжением населения. А сегодня в новостях уже передали, что уже правительство считает, как бы увеличить цены на стоимость воды, как бы увеличить цены на водопользование. Понимаете? То есть у нас все происходит через то, чтобы вот те, которые сегодня владеют активами, они получали все больше и больше прибыли. Спасибо. Ну, вас своим ответом вы, по-моему, только подчеркнули важность и нужность нового подхода, современного инновационного подхода в экономике, чтобы уйти от всего этого. Гаврил Павлович, 2 минуты, пожалуйста, что нужно делать, сегменты направления инновационной Прежде экономики? всего, нужно иметь средства инвесторов. К сожалению, средств у нас уже в бюджете нету. Инвесторы с нами отказываются работать, потому что все у нас ненадежно, неправильно. Понятно, что в наших определенных климатических условиях, сложно что-то развивать, тем более инновационное, да? И тем более, когда те средства, которые нужны, их негде взять, и надо же, чтобы эти средства работали, приносили пользу. То есть деньги должны, которые вложены в любое производство, говорим, в малый, средний бизнес, сельское хозяйство, они должны работать. За ними нужно следить. Их нельзя воровать. Но у нас, к сожалению, воровство каждый день, разбазаривание наших средств. И, естественно, может быть, у нас и есть кадры молодые, которые готовы работать. Но в основном это сегодня индивидуальные предприниматели, которые уже работают и в Америке, мы это знаем, да, и по всей стране разрабатывают новые инновационные технологии. Что касается меня лично, я периодически заезжаю в наш торг Ангаласы, куда, как называемый технопарк, перевел определенных своих предпринимателей, которых они нашли для разработки и инновационного развития именно торг Ангаласы. Приезжаю туда раз в квартал. Вот. Что такое БГ, там называют это краски, которые производят под названием «Сделано в Якутии», и тоже как инновация. Да. Это бадья, большая бадья, в которую закладывают химию. Вот. Она начинает как мешать эту всю штучку. Да? Стоят 3 молодых человека за 25 тысяч рублей, которые в Кангаласах живут, дай бог, хорошо, хоть они в Кангаласах, потому что уже не могут найти других. И все думают, придут ли они на следующий день работы после вот этой химии. Потом это все выливается в банку пластмассовую, которая куплена там, в Китае. Да, И вот пишется. продолжите, в следующем раунде продолжите. Так если присмотреться к этой отрасли в целом, к экономике, какие сегменты можно считать именно вот инновационными и как следует это развивать? Артур Николаевич Алексеев, КПРФ, пожалуйста, ваши 2 минуты. Ну, давайте сперва поставим точки над «и». Что такое инновация? Само слово это обозначает новые технологии, новые подходы, наукоемкость и так далее, и так далее. Да. Где наши ученые? За рубежом. Кто стал лауреатом Нобелевской премии? Группа молодых ученых, выходцев из нашей страны, из России, которые разработали инновационный материал графтены невероятной прочности и волокно. Вот. То есть вот 300 тысяч молодых ученых работают за рубежом. То же самое у нас в республике Саха-Якутия. Вот у нас есть целая сельхозакадемия, которая должна дать сельскому хозяйству высококлассных специалистов. Где они, выпускники? Кем они работают? Чем они занимаются? Понимаете? Нет у нас сельского хозяйства, нет ни одного предприятия, ну, может быть, 2-3, которые могут за заработную плату нанимать выпускников Якутской сельхозакадемии. Вот вам и вся инновация. А то, что вот это вот показульки делается, это делается при очень, скажем, скудных бюджетных условиях, значит, какие-то там гранты, дотации даются, но это демонстрация. Делают вид, что какая-то инновация, там какие-то работы в республике проводятся. Сколько человек занято в этом? В том же самом вот нашем вот программной компания есть, которая выпускает компьютерное программное обеспечение свое и схемы свои. Так, сколько они рабочих мест дадут? Понимаете? 2, 3, 4, десяток, ну, сотня. Все. А у нас тысячи людей безработные. У нас нормальной экономики нет, у нас нормальной промышленности нет. Вот о чем надо говорить, а не
не заводить рака за камень какими-то инновациями. Гавриил Павлович Парахин, ЛДПР. Что вы думаете о сегментах экономики, которые больше приспособлены к инновациям? Что вы об этом думаете? 2 минуты. Вот закончу я то, что я не закончил по поводу краски БГ. Да, что это такое вообще? Вот эти ребята трое разливают это все в банку. На банку клеят этикетку «Сделано в Якутии». Вот. И эта краска, которая вот с китайской химией размешана в бадье, да, все вручную. Вот эти ребята молодые, которые дышат этим всем, вот они, называется инновационное развитие нашей экономики, IT, технологий в Якутии. Понимаете, да, что такое? На это там построено целое помещение, выделено, отменены налоги, подведен газ и все остальное прочее. Кангаласа. Идея хорошая, но почему-то не все туда могут попасть, наши предприниматели. И почему-то не все сегодня предприниматели готовы там работать, которые хотят. Почему? Потому что сегодня власть имеет определенное свое мнение на это, имеет определенный подход. А я считаю это неправильно. Сегодня то, что происходит в экономике в нашей республике и в городе за последние годы, это из вон выходящее. Я как депутат Государственного собрания Илтумен, который 5 лет смотрел на бюджет, как он вроде бы увеличивался, и смотрел, как у нас увеличивалась дыра в нашей экономике, в нашем бюджете. Как распределяются средства, когда голосуешь против и объясняешь, что не надо голосовать за большие какие-то непонятные суперкоровники, которые потом, как вот сказал мой коллега, разваливаются. Надо не думать о каких-то свиньях в большом количестве, а может подумать о малом предпринимательстве, где пацаны, молодежь готова заниматься сельским хозяйством. Но мы об этом им не думаем, мы им не помогаем. Они вроде бы и так справляются, пусть справляются. А там, если кто-то вдруг оказался приближенный к власти или родственник, или с какого-то определенного улуса, он получает какие-то гранды. Понимаете? И у него почему-то все тонет, падает, разваливается. Да, спасибо. Ну вот о Беге я как раз недавно читал, я рекламой не занимаюсь, но это самая успешная, по-моему, компания во всем технопарке, во всем Торе Кангалас. Они выходят на московский рынок, я буквально в новостях было, и на зарубежный той. Поэтому это, что ни на есть, инновации, самая успешная, говорю, Павлович. Я это видел. К этому вернемся, да. Так, когда, да, много были, снимали, Нет, вы там ездили? Не об этом. Время не будем тратить. Давайте еще следующий раунд, следующий вопрос. Если все это сделать, то, о чем вы говорите, вы очень много проблем перечислили, но если все-таки придумать, поставить инновации, какие задачи это позволит решить в экономике Якутии? Артур Николаевич, 2 минуты ваши, пожалуйста. Вы опять, как говорится, на инновацию переводите. А я вам тема эфира так называется. Ну так вам задали такую тему, понятное дело. И вы тоже знали о тематике до эфира. Вот. Я и сам пытался этим делом заниматься, когда в правительстве работал, значит, так. Но на это не хватало ни возможности до тех пор, пока у нас в правительстве России, в том числе и подходы такие же в республике Саха-Якутия, управляют типа Чубайса и так далее, то ожидать ничего хорошего не приходится. Все идет только на ограбление природных ресурсов нашей страны. Все инновации направлены на то, чтобы больше выкачать, больше взять. Вот сегодня алмазная компания. Значит, пришел такой менеджмент, которому важны только дополнительные прибыли. И смотрите, авария за аварией. Сегодня вот идет экологическая катастрофа, у них водозабор, значит, переполнился технологического водопользования, и это все пошло в реку, попадает в Вилюй, попадает в Лену. Это на грани катастрофы. Там ядохимикаты и так далее, и так далее. Это технологическая вода. Вот вам все вопросы. Какая там инновация? Ну, а что касается... ЧС сняли, как я вчера сам по новостям рассказывал. Вы знаете, ЧС можно снять даже тогда, когда происходят более страшные вещи. Это все ведь решением принимается, назначать ЧС или не назначать чрезвычайную ситуацию. Вот. Поэтому я не знаю... Тема нашего разговора сегодня абсолютно не соответствует проблемам, стоящим накануне выборов главы республики.
Да, мы продолжаем. Гаврил Павлович, что вы думаете, какие задачи позволят решить инновации в экономике? Пожалуйста. Да, на самом деле идея хорошая. И конечно же, хотелось бы это все было и в земельных отношениях, и градостроительных нормативах, и вообще в оформлении всевозможных документов, да. Все бы это здорово. Но вы понимаете, я вот пришел и начал тему с чего? С того, что говорит мой оппонент. О чем мы можем сейчас говорить, да, если мы не можем просто навести в порядок в малом и среднем бизнесе. Я тут недавно был, вспомнил сейчас, я просто взял, думаю, нужно, не нужно. Ходил на формирование состав межведомственной комиссии по борьбе с нелегальным предпринимательством при главе Республики Саха-Якутия. То есть аж создали перед выборами аж целое ведомство. В это ведомство, да, вошли 36 человек, начиная от Арсена Сергеевича Николаева, Стручкова, бороться с нелегальным предпринимательством, понимаете? 36 человек. Такую команду создать. Зачем? То есть эти все 36 человек, никто ничем этим заниматься не будет. То есть сегодня бизнес, который может развиваться дальше, вот который надо навести порядок в бизнесе, просто в бизнесе и в ЖКХ, в бизнесе и в дорогах, да, в бизнесе и в производстве, в сельском хозяйстве. Вот им надо сейчас помогать, а потом уже думать об инновациях каких-то, понимаете? То есть простые, элементарные вещи. Мы не можем сегодня уберечь нашего обыденного предпринимателя, который платит налоги в бюджет, который готов платить налоги, от нелегалов не можем, понимаете? То есть у нас хорошо получается инновации, торговля спиртным, там, да, через сайты, интернет там, и все остальное прочее. Понимаете, как-то там привозить его, все остальное прочее. Вот это хорошо. А уберечь нашего предпринимателя, который готов торговать легально, не можем, понимаете? Мы сегодня говорим, в такси тоже самая система, да? То есть, опять же, с нелегалами, с недоплатой налогов и все остальное прочее. Качества такси нет. Поэтому давайте приведем в порядок вначале обыденную сырьевую экономику. То есть обыденно опустимся на землю в нашей республике, а потом уже думаем о святом, и оно нам, конечно же, нужно. Спасибо. Гаврил Павлович, Артур Николаевич, заключительный раунд. У вас ровно по 1 минуте для того, чтобы обратиться к жителям республики. Артур Николаев, доверенное лицо Виктора Губарева, пожалуйста. Уважаемые земляки, уважаемые якутяне, единственный способ, что нам нужно сделать в экономике глубокую инновацию, так эту инновацию нужно делать через выборы, через изменение состава руководства страны. Если вы будете продолжать также голосовать за партию жуликов и воров, то у вас ваша жизнь так и будет продолжаться. Смотрите, после выборов президента Российской Федерации, сколько сегодня на ваши плечи упало дополнительных налогов. Вот дальше так и будет. Поэтому перед выборами все говорят красивые слова, но реальная оппозиция только Коммунистическая партия Российской Федерации. Поэтому я убедительно прошу вас, еще раз подумайте и голосуйте за нашего кандидата. Артур Николаевич, спасибо. Гаврил Павлович Паракин, кандидат на должность главы республики от ЛДПР. Ваша минута пошла. Уважаемые телезрители, уважаемые земляки, ну, вы сами видите все, что происходит за последние 5-7 лет. Вы видите, в какой дается нам эфир для того, чтобы мы с вами сегодня общались, да, в какое время. Вы же прекрасно понимаете, что в такую солнечную погоду люди хотят отдыхать и работают, кто-то ходит прогулкой, а мы сегодня занимаемся тем, что сегодня объясняем, как нужна себя вести власть. Власть за 5-7 лет показала, что сегодня у нас все разворовано, все разрушено, благодаря еще бюджетным средствам, которые федеральным приходили на Дети Азии, более-менее дороги подлатали, более-менее покрасили, привели в порядок дома, но ничего существенного за это нету. Долги у города бешеные, долги у республики громадные. И говорить о том, что с такими долгами мы будем развивать цифровую экономику, не получится. Цифровую экономику могут сегодня развивать только предприниматели, которые сегодня стоят на ногах. Поддержать надо предпринимателей. И поддержать меня, Гаврила Паракина. Победит ЛДПР, победит вся наша большая, красивая республика. Благодарю вас, уважаемые участники. Это были Гаврил Парахин от ЛДПР и Артур Алексеев от КПРФ. Спасибо. Следующий эфир, уважаемые телезрители, агитационное мероприятие в 18:15. Не пропустите, очень скоро.